Значит, если говорить о организации «Русский дом», она имеет городской статус, не насчитывается порядка 30 человек, небольшая организация. Ее главная цель и задача – это поддержка, сохранение русской культуры, русского языка, памятников исторических, ну, то есть это сугубо культурологическая деятельность. Если говорить о том, откуда вообще возникла эта идея организации такой «Русский дом», дело в том, что после распада Советского Союза возникла проблема сохранения культурного исторического пространства общего, и создавались различные структуры общества, как правило, русские они назывались, либо, например, организации народа в России, то есть чувашей, татар, дагестанцев. Это было связано с тем, что в России давно была принята программа поддержки соотечественников, и с тем, чтобы каким-то образом участвовать в культурных процессах, в том числе, значит, с Россией, нужна была официальная структура. Я долгое время работал, было здесь, и сейчас оно есть, русское общество, было Витебское отделение. Ну, когда мы немножко так уже больше поработали, то в 2009 году приняли решение выделиться и создать самостоятельную организацию. Значит, ну, в первую очередь, это, конечно же, культурологическая деятельность, это несколько направлений деятельности. Самое важное, это, значит, чтобы в поле внимания оказывались наиболее ключевые и важные даты. Вот в этом году это столетие Первой мировой войны. Это те сражения, которые происходили на Белоруссии, это много фактов, которые до сих пор неизвестны, соответственно, как бы эта война полузабытая, потому что в Советском Союзе ее не очень праздновали, она считалась империалистической, потом тоже как-то о ней не очень говорили, а тут столетие важная дата. Соответственно, 70 лет освобождения Белоруссии, конечно же, то есть как бы тоже важнейшая такая дата. Ну, 200 лет со дня рождения Лермонтова, 700 лет, вот сейчас проходит празднование со дня рождения Радонежского. Ну, по Радонежскому, ну, там понятно, что это ориентировочная дата, потому что точной даты нет, но все равно считается 700-летие. Поэтому все вот эти основные направления культурологические, они реализуются в виде различного рода детских конкурсов, как научных конференций, подготовки, значит, каких-либо альманахов, брошюр, изданий. Но помимо этого есть традиционные, значит, какие-то мероприятия, которые, значит, не только Русским домом проводятся, но и другими организациями соотечественников. Это различного рода фестивали, спортивные соревнования. Вот мы, значит, в Витебске некоторое время проводили «Мы наследники Победы», такую большую спартакиаду, где были волейболисты, футболисты, теннис и, значит, что-то еще забыли, что у нас еще было, значит, вот несколько видов спорта. И, соответственно, конкурс русской музыки и песни город книги Невольный проводили. Определенное прохладное отношение со стороны властей, оно ощущается. Связано это, наверное, с несколькими моментами. Первое, у нас вообще не очень приветствуется какая-либо общественная деятельность не в рамках государства. Второй момент, здесь, наверное, украинские события, какие-то страхи рождают, что-то еще порождается, соответственно, тоже какое-то немножко дополнение вносится, здесь проблемное. Ну и третье, я, собственно говоря, со мной был не продлен контракт как раз из-за моей общественной деятельности, поэтому, безусловно, это тоже сказывается. Вот тот, значит, глава администрации, который меня увольнял, сейчас является первым заместителем нашего губернатора. Соответственно, как бы, безусловно, следы, скажем так, тех былых проблем в взаимоотношениях, они остаются, но это не является чем-то таким непреодолимым, либо совсем сложным. То есть просто иногда сложнее что-то решать, договариваться, не более того. Мы традиционно всегда поддерживаем Лукашенко, но последний год у нас есть вопросы определенные по его курсу, по его заявлениям. Ситуация ведь у нас обычно бывает такая, что у нас бывает 5-6 прозападных политиков и один Лукашенко, который, условно говоря, пророссийский. Поэтому нам выбирать особенно не из чего, потому что в противном случае может прийти к власти люди с позиции схожей с позицией там, нынешних киевских властей. Поэтому, безусловно, в этой ситуации мы, в общем-то, не будем какие-то действия предпринимать против действующего главы государства. И более того, в принципе, скажем так, ничего не имеем против, но у нас есть вопросы определенные по его позиции. Что касается президентских выборов, я думаю, что мы не будем никак в них участвовать, потому что у самого главы государства есть достаточно сильный аппарат, который ему все это обеспечивает, а не хочется уподобляться, скажем так, Белой Руси, БРСМ или еще кому-то и проявлять активность там, где, в общем-то, особенно не нужна активность. Проблема, естественно, в Украине очень сложная, но проблема, на мой взгляд, значит, и на взгляд многих нашей организации, в том, что продолжается, по сути дела, ситуация 1991 года, когда происходит передел на постсоветском пространстве. И, безусловно, Украина крайне важна для Запада, в том плане, чтобы не дать России вовлечь ее в свою орбиту, чтобы не получить вновь опасного конкурента геополитического. Соответственно, естественно, все силы направлены на сегодня того же Запада на то, чтобы Украину удержать у себя, или, по крайней мере, не допустить таможенный союз, потому что сомнительно, что 40-миллионная Украина будет принята в Евросоюз в ближайшее время.
Вот. Ну, а естественно, когда уже пролилась кровь, когда очень много ненависти с обеих сторон, это как пинг-понг. Вот один шарик таким с гневом бросил, второй ему ответил. Соответственно, уже когда война, когда люди погибли, ну, это уже далеко зашло. Поэтому, естественно, здесь каким-то образом необходимо принимать решения. Ну и проблема еще в одном здесь. Это урок для многих, значит, кто немножко полагал, что Россия абсолютно как бы уже ни на что не годна. На самом деле, безусловно, такая мощная страна, она не может быть, ну, в таком вот разделенном состоянии. Почему? Потому что когда Советский Союз распадался, ведь те границы, которые нарезаны были по союзным республикам, они во многом большевиками брались, ну, достаточно приблизительно искусственно. И если брать русских, то порядка 25 миллионов оказалось за пределами непосредственно России. Соответственно, значит, есть какие варианты? Либо эти люди должны уехать в Россию, но они там жили веками, та же Одесса, если берем так называемая Новороссия. Поэтому здесь вопрос, наверное, все-таки референдумов каких-то, и ну, другой дело, что это вопрос политизирован. То есть нельзя танками и автоматами заставить жить в составе того государства, где люди не хотят жить. Поэтому, в общем-то, я бы был бы сторонником того, что либо это была бы широкая автономия данных регионов, либо чтобы все-таки, наверное, не мешали им выбирать тот путь, который они хотят сами. На сегодня существует Республика Беларусь, и, соответственно, мы, как законопослушные граждане, не ставим под сомнение ни один момент и считаем, что должно быть отдельное государство на сегодня. Тем более, что в России проблем много. Но это не значит, что так должно быть всегда, либо это нечто неизменное. Был когда-то Советский Союз, он распался. Возможно, в будущем, лет через 50-60, если нормально будут развиваться экономические связи, может быть, больше будет степень интеграции, как, например, в Европейском Союзе, либо конфедерация какая-то будет. А может быть, и будут дальше отдельно страны, но как союзники вот, по линии, как, например, Великобритании и США. Да. То есть мы никаких неудобств от того, что мы живем в суверенной республике и не испытываем. Более того, скажем так, по многим параметрам, ну, у нас ведь в русских организациях 80% белорусов. Вот, они русские. Вот здесь важно понимать. То есть некоторые думают, что это наша организация, они русские этнические. Они по позиции просто русские, а по этническому составу практически они совпадают с населением Беларуси. Вот. Поэтому здесь нас это все абсолютно устраивает, точно так же, как и белорусский язык, если строго говорить, потому что если говорить о белорусском языке, в нем масса слов коренных русских, старорусских, которые были во времена Великого княжества Литовского. Вот. Другое дело, что не стоит, может быть, излишне политизировать этот момент, а так мы за государственное двуязычие и за то, чтобы, собственно, республика развивалась в таком двухязыковой такой вот ситуации, потому что русский язык – это язык коммуникации, по сути, мировой язык, а белорусский язык – язык своеобразный, язык нашей этнической такой особенности местного населения.